Да, я не понимал и не понимаю, чтобы наши власти могли, значит, я не с теми воевал, значит, враги не там находятся, где я думал, они, наверное, находятся здесь, среди нас, и надо было смотреть совершенно в другую сторону, и там уже искать врагов и недругов, тех, которые могут за просто так вывести из Абхазии части территории и акватории. Ну, в общем-то, наверное, это все, что я хотел сказать по этому поводу. Сегодня, с моей точки зрения, существует огромная пропасть между властями в Абхазии и нашим гражданским обществом, вообще между народом. И есть большое недоверие народа, недоверие граждан нашим властям. И как раз таки вот те визиты, о которых мы говорим, непрозрачности политики нашей власти. Ну, наверное, я могу все предполагать в условиях, где у меня нет никакой информации ни о чем, официальной информации от государственных источников, мне остается только додумывать самому самостоятельно. А так ли оно? О чем можно разговаривать в теории там? Ну, наверное, да, на сегодня это актуально, возможно, это возможно. Тогда почему это делается тайно, почему это делается кулуарно? Тогда, наверное, это будет все, как и сейчас на нашей границе происходит. То есть эта калитка как бы приоткрывается, тогда, когда нужно кому-то что-то туда или сюда, что-то проходит, что-то уходит. Ну, а что нам, гражданам, с этого всего? Чувствуем ли мы себя обманутыми? Ну, я себя чувствую, например, обманутым вполне. То есть, если получается целая куча финансов, которые ходят туда-сюда через границу, которые ходят мимо нас, в обход нас как граждан и в обход нашего государства, когда мы ни как граждане, ни как страна не принимаем участие ни в каких процессах, ни в экономических, ни в политических, когда мы делегируем все то, чем должны заниматься мы сами, не принимаем участие в деятельности ни в своей, ни вокруг нас, и делегируем это кому-то другим, а сами просто являемся сторонними наблюдателями, но тот продукт, который мы получим, вполне, он может нам сильно не понравиться. Ну вот, наверное, это самое главное, то, что я бы хотел сказать о процессе этой передачи. Я считаю, что все у нас должно происходить открыто, граждане должны знать, чем занимаются их власти, и максимально принимать участие в управлении страной и знать о том, что нас ждет в завтрашнем дне.